Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Инициатива ненаказуема. Символ нашего санитарно-экологического двухмесячника. В том числе есть очень интересное предложение от телекомпании ТНВ. Как лебедь-санитар стал символом эко-весны. Салават Мухаммадуллин. Прогулка в детском саду закончилась госпитализацией. Состояние более тяжелым, поэтому лечение его требовало нахождения в отделении реанимации. Что произошло в Автограде? С подробностями Адель Кламиц. Талая вода оголила провода. Без укрепления, да, он просто идет чистый песок. Как оползень в Казани поменял маршрут до метро, увидел Рамиль Шайдуллин. Весна приходит, лед уходит. Половодье может иметь самые серьезные последствия. Когда в республике ждать паводка, узнал Дмитрий Аренин. Татарстанцев ждет лебединая эко-весна. Лебедь с озера Кабан, который накануне очищал водоем от мусора, станет символом санитарного двухмесячника в республике. Напомним, накануне мы показали в репортаже показали репортаж и предложили Минэкологии сделать птицу образом чистой весны. Когда люди выйдут на помощь лебедю, и почему спасение утопающих в мусоре – это не только их дело. Салават Мухаммадуллин. Лебеди, ангелы белые, чтобы без вас люди делали. Убрал мусор, стал популярным на весь мир. Казанский санитар Лебедь, который вчера очищал озеро от мусора, теперь и символ будущей эко-весны. Так решили в Министерстве экологии с подачи нашего телеканала. С этой идеей к экологам мы обратились еще накануне при подготовке репортажа. Начали поступать первые обращения, каким же должен быть логотип, слоган или символ вот этого нашего санитарно-экологического двухмесячника. В том числе есть очень интересное предложение от телекомпании ТНВ. Вот сейчас мы как раз и выбираем. Мы же за своим кандидатом идем до конца и предлагаем экологам свои варианты логотипов с лебедями. Так это может быть «Начни с себя» или «В чистоте жить, природу любить». Мы спустились вниз, вот непосредственно туда. Авторы ролика, сделавшего популярным лебедя, сегодня пришли на помощь птице и очистили берег озера. Мы поняли то, что можно не только указывать на какую-то проблему, но и непосредственно решать эту проблему самим. На уборку только малой части Кабана у Дмитрия с друзьями ушло около часа времени и 10 мусорных мешков. При этом в Казани есть места, где мусора чуть ли не больше, чем воды в озере. Вот, например, своеобразная урна по улице Хади Атласи 11. Бутылки, мусорные мешки и даже мебель. Для устранения подобных свалок в республике с 1 апреля стартует санитарный двухмесячник. Санитарная очистка коснется всех районов республики. К концу проекта красных точек на эко-карте не должно остаться. Все места несанкционированного размещения отходов будут занесены на экологическую карту Республики Татарстан. Вот она находится у меня за спиной. С 1 апреля здесь значков уже зеленых не останется, будут только красные. И по мере ликвидации с приложенным фотоотчетом они будут окрашиваться в зеленый цвет. Помочь природе может любой желающий. Убирать за человеком все же не дело птиц. Кто, если не мы? Сами же лебеди это не уберут. В этом стоит поучаствовать, потому что каждый должен следить за чистотой города. Обязательно нужно выйти и всем помочь, чтобы у нас было чисто и красиво. Кому убираться не очень хочется, экологи дают возможность проявить внимательность. Если стал свидетелем несанкционированной свалки, снимай ее на свой гаджет и отправляй в сеть. Вознаграждение до 1500 рублей. Салават Мухаммадуллин, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Воспитатели не уследили, дети пострадали. В Набережных Челнах 2 воспитанницы детского сада оказались в больнице. По одной из версий, на прогулке они могли отравиться таблетками. Случай вопиющий, сейчас им занимается прокуратура. Как такое могло случиться, выясняла Адель Кламиц. Если даже ребенок кто-нибудь в рот возьмет конфетку, они бегом ко мне бегут, говорят. В этот раз все было иначе. К воспитательнице никто не подошел и ничего не сказал. Уже после прогулки Фарида Суфианова заподозрила неладное. 2 девочки были вялыми и еле держались на ногах. В детский сад тут же вызвали скорую и родителей. Через минут 10, наверное, даже 15 приехала скорая помощь. Тут же подъехал папа.
было решено забрать девочку. Одну из девочек доставила в реанимацию скорая, вторую уже спустя несколько часов в больницу привезли сами родители. Первый из них был в состоянии более тяжелом, поэтому лечение его требовало нахождения в отделении реанимации. Второй ребенок поступил к нам вечером с небольшой клиникой острого отравления. Он был госпитализован сразу в отделение педиатрии. У обоих детей на фоне начатой терапии была получена положительная динамика. На сегодня клиники острого отравления уже практически нет. Угрозы для жизни у данных детей нет. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура Автограда. Были проведены следственно-оперативные мероприятия, то есть были опрошены воспитатель, заведующая. И в результате этой работы было установлено, что действительно дети на территории садика обнаружили лекарственный препарат и употребили его. В настоящее время ведется доследственная и прокурорская проверка. По результату проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения. Чем именно отравились дети, пока не сообщается. Но известно, что поступили в больницу они с головокружением, заторможенностью и нарушением ориентации. Что за таблетки были, а главное, как оказались на территории детского сада? Вопрос открытый. Аделя Коломиец, Андер Сентальцев, Альберт Шефигулин, Сергей Вильданов и Алексей Иванов. ТНВ, Набережные Челны. На их счету не одно преступление. Подозреваемые в убийстве студента из республики Чад признались еще в 2 нападениях. По словам задержанных, в декабре прошлого года они напали на уроженца Кыргызстана, а в феврале на гражданина Афганистана. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Свою вину в убийстве студента КФУ они признали полностью. Задержанные являются приверженцами неонацистской идеологии. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны еще к ряду преступлений. Злоумышленники напали на 40-летнего мужчину, гражданина Республики Кыргызстан. Они брызнули ему баллончиком в глаза и также нанесли несколько ударов по голове. Кроме того, установлено, что вечером 21 февраля 2017 года злоумышленники напали на 50-летнего мужчину, гражданина Республики Афганистан. Также брызнули ему газовым баллончиком в лицо и нанесли несколько ударов металлическим предметом по голове. Список подозреваемых по делу Татфондбанка пополнился еще 3 фамилиями. Внимание следователей привлекли бывший первый зам председателя правления ТФБ Рамиль Насыров, директор компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и руководитель Royal Time Group Елена Леушина. Решается вопрос о мере пресечения. Следствие не исключает, что дело в дальнейшем пополнится новыми фигурантами. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных одной из предусмотренных законом мер пресечения. В работе следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается. Тем временем в помощь пострадавшим предпринимателям сегодня заработала новая программа «Льготный лизинг». Бизнесменам предлагают финансовую аренду любые виды имущества на выгодных условиях. О них Александра Севастьянова. Лизинг-компания, здравствуйте. Программа только на старте, а уже 20 предпринимателей обратились за помощью. Они рассчитывают на 65 миллионов рублей. Интересуются, в принципе, всем общими условиями финансирования, когда начнется программа, сколько можно денег попробовать выбрать. Новая программа двухтиповая: возвратный и стандартный лизинг. В обоих случаях нет первоначального платежа. Ставка 8%. Срок стандартного лизинга до 5 лет. Максимальная сумма 10 миллионов рублей. 5-ю часть срока оплаты компенсирует. К примеру, если предприниматель берет лизинг на 5 лет, годовую плату возвращают. Второй тип – возвратный лизинг. Это возможность получить денежные средства. Если у предпринимателя уже есть предмет лизинга, он его продает лизинговой компании, а затем выкупает. При этом ему полностью возвращают проценты. Срок такого лизинга до 3 лет. Составление договора лизинга принимается во внимание размер заблокированных средств на счетах этих банков, которые лишились лицензии. Максимальная сумма по договору лизинга составляет 10-кратный размер вот этих заблокированных средств. Воспользоваться лизинговой программой могут юридические лица любой отраслевой категории: ИП, ООО, НКО и другие. Общий бюджет 580 миллионов рублей. Отказать в лизинге могут только предпринимателям с плохой кредитной историей. Если ранее бизнесмен уже взял микрозайм, который выдает фонд поддержки предпринимателей, то сейчас при необходимости он может воспользоваться и льготным лизингом. Эти 2 программы не исключают, а наоборот дополняют друг друга. Александр Севастьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.
Агентство по страхованию вкладов завтра начнет выплачивать страховые вкладчикам Анкорбанка в Татарстане. На возмещение на сумму почти в 2,5 миллиарда рублей могут рассчитывать около 7 тысяч человек, в том числе и клиенты-предприниматели. Банком-агентом станет Росгострахбанк. Перечень его подразделений можно уточнить по телефону горячей линии. А общую информацию о порядке выплат можно получить, позвонив в АСВ. Земля ушла из-под ног. Оползень у казанской станции метро Аметьево поменял маршруты горожан. Теперь они ходят в обход, боясь грязи, оголенных проводов и земляных провалов. Там, где была насыпь, зияет яма. А что раньше было скрыто, сегодня выглядит опасным для жизни. Почему путь до метро уже неделю тропа героев, разузнал Рамиль Шайдуллин. Ушла вода, а вместе с ней и земля. На улице Аметьевская магистраль ЧП со всеми вытекающими последствиями. На счет раз вытек грунт, на счет два жижа полилась по магистрали. Произошло на днях буквально. Ну что-то тут подмывало и вот подмыло до такой степени. Теперь перед кучей, как на распутье. Пойдешь прямо, будет грязно, свернешь налево, пройдешь лишние сотни метров. Оползень лег в нескольких шагах от метро. Оттого и выбор. Или пачкаться, или нарушать правила дорожного движения. Короче, не по ложному месте ходишь. Там знаки висят. Берегись поезда. Не приходится ходить. Растекаясь, земля уже закрыла нормальный проход до метро. Без укрепления грозит и дальнейшим разрушением. Но не меньшая опасность – вот она под ногами, на виду электрокабели. Провода изолированы, но не укреплены. После нашего звонка на место приехали инженеры управления гражданской защиты. Основной материал насыпи – песок. Что настаивают специалисты, технологически неправильно. Не он был нужен, а плотная глина. Слой пирога, где легкий грунт, а где тяжелый грунт. Под легкий прошла, тяжелый надавил, он просто сполз. Грунт сполз и пролежал неделю, став поводом мартовской уборки дорог. А рабочих сюда вызвали спасатели. Грязь, песок, который стек сверху, чтобы не мешало проезжей части и тротуарам на ходьбе. Как сообщили в исполкоме, дальше насыпь и усилят, и восстановят. Таких оврагов в Казани немало. Ширина порой доходит до 50 метров. Вопрос с этим оползнем в работе. Подход к метро обещали восстановить сегодня. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Шлагбаум сняли. Железнодорожный переезд на Высокой горе сегодня снова открыт. Наша телекомпания накануне рассказывала о том, как после его закрытия 20 тысяч человек оказались заложниками ситуации. В одной части поселка остались жители, административные здания района, по другую – больницы и спасатели. Все службы, в том числе и высокогорцы, вынуждены были объезжать переезд и наматывать лишние 15 километров. Татарстанская транспортная прокуратура в действиях РЖД нарушений не выявила. Железнодорожный переезд закрывался по техническим причинам на несколько дней. После проведения необходимых ремонтных работ данный железнодорожный переезд возобновит свою работу в ближайшее время. Не менее 20 тысяч человек в 200 населенных пунктах могут стать заложниками предстоящего паводка. Это по самым худшим прогнозам. Сегодня в Доме правительства обсудили готовность к весеннему половодью. Что собираются делать, чтобы большая вода не обернулась большой бедой, узнал Дмитрий Аренин. Как видно, лед уже не прочный. На него сейчас не рекомендуют ни выходить, ни выезжать. Из-за аномально теплой погоды в этом году реки ото льда начнут сбавляться на 5 дней раньше. Примерно это случится в начале апреля. Сейчас на реках республики уже наметилось более 20 крупных промоин. Как говорят специалисты, в этом году сильного половодья не предвидится. За исключением Кубня на реке, все остальные вот как раз близко к средним многолетним максимальным значениям. В самом худшем случае подтопленными могут оказаться более 200 населенных пунктов, где живут около 20 тысяч человек. Чтобы их эвакуировать, наготове уже техника и места временного размещения. Таковых по республике более сотни. Это не должно являться поводом для самоуспокоения руководителей всех уровней. При исключительно быстро развивающейся теплой и влажной весне половодье может иметь самые серьезные последствия. Чтобы дело до беды не доводить, татарстанцам советуют очистить свой двор от снега и сделать канавы водоотведения. Также не лишним будет заготовить вещи и документы на случай возможной эвакуации. Дмитрий Аренин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана. И вот о чем далее. Работы не останавливались даже зимой. Вот видите, за каких-то 7 лет. Какая подвижка, какое продвижение.
Какие изменения произошли на территории святых мест Татарстана? В репортаже Елены Новгородцевой. Книга выше всего. Почувствуйте себя грациозной, настоящей леди, чтобы нести ровно. О том, что заставило казанцев носить книги на голове, в сюжете Сергея Хайдарова. Управлять сразу 25 нефтепроводами позволит новый диспетчерский пункт. Сегодня в Казани открыли новое здание компании «Транснефть» Прикамье. В церемонии приняли участие Рустам Минниханов и президент компании «Транснефть» Николай Токарев. Для гостей провели экскурсию. Строить здание начали в 2014 году. Офисы оснащены современным оборудованием. Здесь есть зал видеоконференц-связи, кабинет со средствами звукового и светового сопровождения, подземная парковка и стоянка для инвалидов. После экскурсии прошла двусторонняя встреча. Офисный комплекс представляет собой... В первую очередь, конечно, о тех задачах, которые нам предстоит совместно решать и с коллегами и Татнефти, и в правительстве, и с партнерами, с которыми мы здесь тесно взаимодействуем, кооперируемся. Это в первую очередь, конечно, строительство тех объектов, где мы участвуем совместно. Это производство необходимого оборудования для Транснефти. Ну, о перспективах на ближайшие годы. Мы крупный производитель продуктов. Мы должны дальше эти продукты перемещать. Это что касается чисто прямых задач, которые решает Транснефть. То есть Транснефть наш стратегический партнер. Ну и еще Транснефть крупнейший. Транснефть Прикамье – это крупнейший налогоплательщик. Это рабочие места, это налоги в республике, это участие компании «Транснефть» в наших социальных проектах, значит, и ветхое жилье, и вот собор Казанский, икона Божьей Матери, который везде, значит, мы обращаемся и получаем поддержку. 1 миллион туристов. Столько гостей приняли Болгар и Свияжск в прошлом году. В планах цифру удвоить. Как решали сегодня на заседании попечительского совета Фонда Возрождения? Какие изменения ждут татарстанские святыни, узнала Елена Новгородцева. Не прошло и полугода, а картина поменялась кардинальным образом. Работы не останавливались ни на минуту даже зимой, за исключением тех дней, когда стояли очень сильные морозы. Но сейчас, по весне, работа и процесс по воссозданию храма продолжается в полную мощь. Даже с опережением идут монолитные работы. И в ближайшие несколько недель ожидается приезд первого купола, который будут возводить вот над этой аркой. Это очень сложный объект. Здесь идет реновация собора. Он повторит основные черты предыдущего проекта, созданного архитектором Иваном Старовым. С тех пор, как заложили первый камень, воссоздана конструкция единственного сохранившегося в России пещерного храма. Усилили фундамент и забетонировали 24 фасадные колонны южного, западного и северного входов. В ходе раскопок исследователи обнаружили интереснейшие находки. Остатки росписи на стенах, образок Казанской иконы Божьей Матери XIX века, фрагменты колоннады собора, каменное оформление оконных проемов. Буквально через пару месяцев исполнится год, как заложили первый камень и в строительстве еще одного очень важного объекта – Болгарской исламской академии. А 1 сентября в первом в России религиозно-образовательном учреждении начнутся занятия. Продолжатся работы по благоустройству набережной в Болгарах, будет создан музей письменности и продолжится строительство гостиничного комплекса и воссоздание болгарской бани. Все эти условия воссоздаются. Не говоря, уровень гостиничного комплекса сейчас решено поднять выше, потому что если расчетом на будущее и востребованность и на разные вкусы, значит, мы поэтому несколько даже строительство затягиваем. И остров Град-Свияжск не перестает удивлять. Архитекторы по-прежнему кропотливо трудятся в Успенском соборе. Расчищена от многовековых слоев древняя живопись, в том числе и иконостас 18-19 веков. Напомним, Успенский собор номинирован в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня более 1000 российских объектов в очереди. Елена Новгородцева, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Может ли электрическая сеть быть умной, а работа под напряжением безопасной? Инновационные разработки предложила мировому сообществу сетевая компания на специализированной выставке. Награждается сетевая компания «Город Казань».
Диплом первой степени из рук первых лиц республики за самовосстанавливающие городские сети напряжением 10 киловатт. Пилотные проекты умных сетей уже внедрены в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Ранее оперативная бригада выезжала на объект, объезжала все ТП и находила поврежденный кабель, его отключала и потом снова ехала в центр питания и подавала напряжение потребителям. С учетом перемещения на работу уходило порядка 2 часов. Сейчас автоматика сама определяет, где произошло короткое замыкание. И электроснабжение восстанавливается за минуту в автоматическом режиме. Голый провод включает СИП. Ну давай, покажи. А это уже второе новшество – работа под напряжением. Поврежденный провод меняют без отключения электричества. Мы уже внедряем по всей республике. У нас уже обучено 67 бригад. В каждом районе республики есть как минимум одна бригада, работающая под напряжением. Обучают такому мастерству у нас. Спецодежда и накладки на провода наши. А вот техника заимствованная. Отсюда поручение правительства республики – разработать в Татарстане. Для работы под напряжением с использованием этих защитных средств изолируются все токоведущие части, для того, чтобы случайно электромонтер не прикоснулся к оголенным проводящим частям. Модернизацию и реализацию обсудили и в рамках международного симпозиума. В целом по России компания довольно-таки продвинутая в технологиях новых. Да, значит, имеет свои наработки, довольно интересные. В планах российских коллег опыт изучить. Технологию работы под напряжением татарстанская сетевая компания внедрила первый. Аналогов ее в стране пока нет. Александр Севастьянов, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Отодвинь клавиатуру, читай литературу. Сегодня газета «Казанские ведомости» необычно отметила 26-летие. Своим читателям редакция предложила ходить с книгой на голове. Как это было, увидел и к соревнующимся присоединился Сергей Хайдаров. Они уже метали валенки, устраивали чемпионат по ирландской ходьбе, сегодня носили книги на голове. Каждый день рождения газеты «Казанские ведомости» уникальный. В этом году им 26 лет. Праздник создают вместе с читателями. Сегодня одни соревновались в ловкости с главным редактором. Естественно, я открываю соревнования каждое. Я хожу с палочками, я езжу на велосипеде. Я сейчас понесу книгу на голове. Вы все это увидите своими глазами. Правила этих забав просты. Не ронять книгу и не мешать друг другу. Но справиться с заданием сложнее, чем выглядит. Для того, чтобы одержать победу в этих соревнованиях, участникам нужно пронести эту книгу на 7 метров вперед. Это очень сложно, ведь ее вес составляет не меньше 4 килограмм. И нужно держать равновесие. Конкурентная борьба непродолжительна. Большинство участников сходят с дистанции еще на старте. Победитель получил символичное в этот день количество подарочных книг – 26. Самое важное – это почувствовать себя грациозной, настоящей леди, чтобы нести ровно, голову держать вверх. Такой подход привлечет внимание современного поколения к чтению книг, уверены организаторы. Да и время бумажных изданий еще не прошло. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ «Казань». Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Как он ездил? В Казани задержали водителя, задолжавшего за нарушение правил движения более 77 тысяч рублей. Подробности через несколько минут. Ну а все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, о деловых новостях республики, прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски о спорте и о погоде. До встречи в 21:30. В Акосе выгодные предложения на автомобили Nissan. Выгода до 180 тысяч рублей. И не только. Звони 276 70 70. Акос. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Подбираешь себе автомобиль? Хватит думать. Только в марте в Транстехсервис. Volkswagen Polo за 509 900 рублей и Volkswagen Tiguan за 1 миллион 99 тысяч рублей. Позвони сейчас. Volkswagen. В лаборатории Манол каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, стабильнее, мощнее. Команда! Только до конца марта. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч, Лада Гранта до 60 тысяч и X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус».
В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Только до конца апреля. Новая программа в Челнинском дельфинарии. 39-е царство в гостях у дельфинов. Звоните 70 16 42. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто 512 12 12. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». В марте весенние цены на «Алмак-01» в аптеках «Алия», «Бережная аптека» и сети «Казанские аптеки». Кан Авто, официальный дилер автомобилей УАЗ, в марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей. Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот и получи дополнительные подарки. Кан Авто, 230 30 30. Наркологический центр «Эра». Лечение, реабилитация алкоголизма и наркомании. Профессиональный подход. Точка отсчета вашей трезвости. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В автоцентре «Марка» невозможное возможно. Купи новый Nissan 2017 года по прошлогодней цене. Звони 4 пятерки 3 единицы. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. До выхода в финал конференции «Восток» остался один шаг. Хоккеисты «Акбарса» на домашней площадке переиграли «Авангард». В четвертом поединке полуфинала с первых минут команда Белелединова перехватила преимущество. Бросок Александра Свитова предательски отскочил за спину Доминика Фурха. Хозяева продолжали атаковать, и на 18-й минуте Андрей Попов забросил вторую шайбу. Все, что удалось сделать ястребам в этом поединке, в начале третьего периода сократить счет на табло. Отличился Николай Лемтюгов. Итог 2-1, а результат в серии становится 3-1 в пользу «Акбарса». Теперь каждый матч может стать заключительным. Завтра соперники играют в Омске, начало в 16:00. Прямую трансляцию не пропустите и на нашем телеканале. Соперник тоже изучает нас, поэтому нам надо где-то тоже, может быть, перестроиться и что-то делать немножко другое. Мы по-своему боремся, конечно, не всегда это получается, но я еще раз повторюсь, что ребята стараются, поэтому упрекнуть я их не могу. А футболисты «Рубина» готовятся к очередному поединку российской премьер-лиги. Сегодня команда под управлением Хавьера Граси провела открытую для журналистов тренировку. В ближайшем туре казанцам предстоит выездная игра против «Урала» из Екатеринбурга. Наш соперник на данный момент находится на 12-й строчке в турнирной таблице. У «Рубина» пока 9-е место. По словам испанского наставника, на тренировках команда отрабатывает схемы к ближайшему сопернику. Только после игры в российском чемпионате начнется интенсивная подготовка к борьбе за кубок. Напомню, что казанцы весной сыграли 3 матча, где одержали 2 победы, 1 ничья и 0 пропущенных голов. Встреча с «Уралом» 18 марта стартует в 14 часов. Что касается команды «Урала», то я могу сказать, что в данном отрезке чемпионата это одна из наиболее успешных команд, да, команда, которая выступает достаточно стабильно. У них есть такой футболист, как Биф Фалви, который сейчас находится в хорошей форме, забивает голы. Тем временем волейболистки казанского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка ЕКВ. Наши девушки обыграли сербскую «Визуру» в ответном поединке 1/4 финала. Матч, который прошел в Сербии, завершился сухой победой казанских девушек. В первой партии волейболистки из Казани переиграли соперниц со счетом 25-14. В двух следующих со счетом 25-16. Самой результативной в составе казанского «Динамо» стала диагональная Дарья Столярова, которая набрала 14 очков. Сейчас подопечным Ришата Гелезюдинова предстоит игра в Суперлиге против «Уралочки». За выход в финал Кубка ЕКВ «Динамовки» поспорят либо с турецким «Галатасараем», либо с польским клубом «Лодзь». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В предстоящие сутки небо над республикой затянет облаками. Температурный фон существенно не изменится. Для юго-востока Татарстана 17 марта будет пасмурным. Ночные температуры около 10 мороза. Днем также минусовые значения около 2 градусов.
На северо-востоке в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах переменная облачность, ночью -8, днем около 0 градусов. На севере Татарстана облачно, но без осадков, ночью до 9 мороза, днем столбики термометров покажут 0. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе облачно, без осадков, ночью -6, днем до 1 градуса выше 0. Облачная погода на юго-западе республики, днем возможен небольшой снег, ночью до 5 мороза, днем +1. В центральных районах в Чистополе, Нурлате, Аксубаево также пасмурно, возможен снег. Ночью -8, днем до 0 градусов. В последующие дни ночные температуры станут выше, пройдут осадки разной интенсивности. Завтра в Казани пасмурно, без осадков. Ночные температуры -4, -6, днем 0 +2. Ветер южный, порывистый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 78%. Ожидаемая погода вполне комфортна для самочувствия. На этом у меня все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.